А ничего не будет, Гульнара Бакировна, а ничего не будет. Какое отношение у родителей к своим детям? Точно такое отношение. Они за класс не хотят дать, почему мы должны и учителей будет точно такое же отношение. Мы из кожи стараемся, мы из кожи лезем, создать для ваших детей все условия. Вы для школы ничего не делаете. Мы не требуем от вас, чтобы вы для школы что-то делали. Мы находим возможности и создаем и создали для ваших. Вы только пришли. Вы не 11 класс, не 10, не 9. Мы для ваших детей в школе все создали. Хотите создать для своих? Создавайте условия. А нет, значит, извините. Посадите в обыкновенный класс, и пусть родители думают. Если они хотят, чтобы их дети получили нормальное образование, ради Бога. Если нет, у нас точно такое же отношение. Вот вы зайдите в соседний кабинет и посмотрите, где родители переживают, где родители хотят, чтобы дети получили хорошее образование, хорошее воспитание. Говорят, встречают по одежке. Все начинается с чего? С культуры. А потом все уже, конечно, остальное. Поэтому, извините, уважаемые родители. Если мы стараемся, вы тоже стараетесь. Вы не для меня это делаете. Вы не для нее это делаете. Вы делаете для своих детей. Поэтому пройдите, сделайте экскурсию, пройдите, посмотрите, как работают родители, как работают учителя, какие условия у детей. В классах никто вам ничего делать не будет. Нам в школе сейчас никто ничего не делает. Нас никто не содержит. Государство школу не содержит. Денег нам никто не дает. Нам никто сейчас ничего не дает. Мы сами выбиваемся, как можем. Поэтому, в первую очередь, вы обязаны для своих детей что-то сделать и создать для них условия. В классе. В школе, да, мы берем на себя ответственность, мы стараемся. В школе что-то делать. А это ваши дела. Пожалуйста. Родители многие согласны. Я, знаете, вот вы мне ничего не говорите. Вот у нас недавно, у меня на уроке девочка умирала. У меня на уроке. Я ничего больше сказать не могу. Вы посмотрите, что творится у нас на улице. Посмотрите. Вам плевать на своих детей? А нам не плевать. Мы переживаем. Мы стоим. Я учителей ставлю, чтобы стояли дежурные. Если такое равнодушие, если такое, знаете, вот такое отношение к своим детям, да ради Бога, пожалуйста. Нет, пожалуйста, несколько родителей, только несколько, честно говоря, да, отказывается от всего. А почему этот родительский коллектив не сможет с ними поговорить и что-то решить? Только говорили, они вообще не будут. Я говорю, если писаться, Ну, Саша, вы знаете, почему мы за класс, вот за своих детей тут даем? За тряпку, за меломовичи. А кто вам даст тряпку, а кто вам даст Нет, мы же даем, давайте мы не будем, давайте мыть не будем, да? Нет, родители Давайте писать не будем. Мы же за своих детей даем. Вы общественность, влияйте на них, влияйте, требуйте. Нет, значит, пишите заявление, пусть переводят детей в другие Ну вот, школы. мы хотим к вам дать. Какую бы школу они ни пошли, везде сейчас одинаково. Везде. Везде школы не спонсируют. Спонсоров у нас нет, нас никто не спонсирует. Государство нас не поддержит. Государство не поддержит. Государство признает и открыто говорит, да, мы школы не содержим. Родители должны вклад вкладывать. Советский Союз давным-давно закончился. Когда бесплатные учебники были, когда всем все давали, когда нам тряпки завозили, когда нам все завозили в школу. И то, и тогда все не завозили. Тоже были какие-то эти, но что-то было. А сейчас, все это хорошо знают. Все хорошо знают. Потом была вот эта акция, политическая акция была. Группа родителей повсеместно, по всей республике организовали вот эту акцию. Чтобы противостоять. Кому противостоять? Кому? Кому? Скажите, пожалуйста, детям противостоять, своим детям. Своим детям противостоять. Это нормально разве? Ни мне, ни школе, ни учителям, никому. Это своим детям. Создайте для своих детей, вам никто не создаст. Для ваших детей никто, государство не создает условия для детей. Родители, 26 родителей не может повлиять на 4. Нет, когда даже в собрании на Ганчаревиче, он бергенов, все согласны были. А так
Остальные тоже согласны. Которые не согласны были, они Акцию создавали, ходили по всем этим инстанциям, вот эти родители. И эта группа, это небольшая группа, это не только здесь у нас в Чулпанате, это началось оттуда. И в Волжской области было, и в Бакене, и везде повсеместно было. Наши потом собирали и говорили, да, это была специальная акция. Отдельных небольшой группы вот этих вот родителей. Причем каких родителей нам тоже объяснили, каких родителей. Всё это Вот объяснили. родители тоже возмущаются, почему мы за своих детей даем, а их деньги за счет наших детей должны учиться и в чистом парке сидеть, например. Они вообще ничего не хотят. Ну, хотели к вам зайти с заявлением, чтобы их детей не пускай, дают деньги, Пишите пускай заявление, в пишите другую заявление, школу. извините, пожалуйста. Сейчас все хорошо, прекрасно знают, что дети содержатся за счет родителей, не за счет государства. Государство не содержит. Государство оплачивает зарплату только учителям. Дают нам на ремонт, краску, вот это вот все необходимо. А остальное радовались, что учатся в такой школе. Это мы своими руками коллектив все создали. Своими руками, при поддержке родителей, сознательных родителей. И то в классах родители делали. А в школе родители даже вообще никакого касательства не было. Ну, Всё как сами бы делали. пришли сюда, начали работать, мы такие условия создали. Делали все Помощи по проектам, да. Только А по до этого проектам я все это не сделали. знаю, что вот такая Только школа по проектам. была. Так позаботьтесь о своих детях. Потому что мы тоже можем плюнуть и сказать, да зачем нам надо? Ну сидит второй класс, вон, посадите их в этот в голый пустой кабинет. И пусть они сидят, захотят родители создать условия. Ради Бога, не захотят, не надо. У нас и так первые классы приходят, уже оформленные кабинеты. Уже что-то есть, потому что никуда ничего не девается. Четвертый класс уходит, все остается в кабинете, то, что есть. Родителям остаются небольшие усилия. Что-то подделать, что-то доделать. Но совершенствовать же надо. Двигаться вперед надо. Вообще оформления нет, болеют. Ну вот, Хотя вот бы сделать. посадите в холодный, в пустой кабинет. Ничего не делали, и пусть дальше ничего не делают. И пусть дети сидят. Вот за горячее питание ни копейку не платят, и то недовольны. Во многих школах люди платят. Не во многих. У нас единственная школа, где дети кушают бесплатно. Даже Кирова платят. Единственная школа у нас, где до сих пор наших детей кормят бесплатно. Второе, оказывается, 1700 тонн за год. Везде. Где-то 800 тонн. В каждой Это школе только за везде. питание. Да, за питание только. за питание. Только мы, оказывается, не платим. Ну, знаете, вы не равняйтесь на таких родителей. Это родители, у которых нет чести. Я открыто буду говорить, нет совести, нет достоинства и нет заботы о своих детях. Им, знаете, им все равно, им наплевать. Не надо обращать внимание на таких родителей. Не надо. У вас есть учителя, которые стараются, которые из кожи лезут. Вот мы каждый день ссоримся, ругаемся. У нас в этом году упало качество знаний для четверти. Низкое качество знаний. Мы переживаем, мы педсовет проводим, мы ссоримся, мы ругаемся, мы ищем причину, почему качество знаний детей упало. В начальной школе родители не помогают детям. Многие родители пустили на самотек. Маленьким детям нужно помогать. Если вы вместе, у вас выросли дети. Вот мы сегодня только, где портрет? Где портрет? Есть у этого. У нее есть. Вы сегодня только смотрели и восхищались. Есть у вас этот портрет? Это половинка только. Только половинка? Нет, Нет, это жаль, это небольшой, а маленький. Есть. Вот первая учительница Гульнара Бакировна. Кто растит этих детей? Кто растит таких детей? Поэтому мы и переживаем. Ваш красавец. Вот мы хотим и стараемся, чтобы все дети. У нас столько кружков, чтобы дети ходили в кружки, чтобы дети занимались, чтобы были показатели. Сейчас у нас есть разные варианты, чтобы дети принимали участие в международных олимпиадах. Дети принимают участие